И тут нам говорят, что накануне решающего сражения с войсками киргизских манапов Сапатай-батыр покинул хана Кенесары. Уже в этой фразе кроется подтверждение того, что Сапатай не предавал хана. Если отряды Сапатай-батыра покинули хана только накануне битвы, значит Батыр почти до конца был рядом с ханом. Вероятнее всего, до последней минуты рассчитывал уговорить хана сменить жестокость на более мягкую политику. Но увидев, что это бесполезно, Сапатай решил уйти. Таким образом, Сапатай-батыр ушел от хана Кене по двум причинам. Во-первых, совесть не позволила Сапатаю участвовать в сражении против киргизского народа, который когда-то в трудное для него время дал ему приют и поддержку. Во-вторых, Сапатай не желал больше участвовать в той жестокой расправе над мирными аулами, которые совершал разозленный хан Кенесары. И в ночь перед битвой с киргизами Сапатай и 12 тысяч его воинов из племени Дулат ушли в свои владения. Тут следует отметить, что не один Сапатай выступил против войны с киргизами. Против хана Кене тогда выступили и такие известные казахские батыры, как Дулат Тойшыбек Қасабулатұлы, Шапрашты Сұраншы Ақынбекұлы, Шапрашты Саурық Стамбекұлы, Табын Бухарбай Естекбайұлы, Арғын Ағыбай Қоңырбайұлы. Накануне сражения с киргизами покинул ставку Кенесары и такой прославленный казахский батыр, как Жанқожа Нурмухамедов. Следовательно, если уж называть предателями, то и всех этих батыров нужно также включить в ряды предателей. Почему только одного Сапатая? После смерти Кенесары Сапатай-батыр, поняв, что казахи самостоятельно вряд ли смогут выстоять в борьбе против сильного Коканда, отправляет своих послов к императору Александру II с просьбой о присоединении к России. В 1863-1864 годах Сапатай-батыр принимает подданство Российской империи и участвует в походе полковника Черняева на крепости Аулия-ата и Шымкент. Впоследствии эти крепости были предоставлены под управление Сапатай-батыра. В 20-е годы 20 века деятели Алаша, доказывая, что Аулия-ата и Шымкент являются казахскими землями, традиционно опирались на тот факт, что этими городами управлял Сапатай-батыр. Умер Сапатай-батыр в 1868 году и был похоронен на